Ну, друзья, всем привет! Давно я не выходил в прямой эфир, давно не отмечался в нашем обществе, но я боюсь, прошло время. Я думаю, что тематика сезона 2025 дошла до нас. Нашумевшая тематика доширака и туристического сезона теперь перешла к нам. Сегодня я представляю объект, который мы построили перед сезоном. Постарались создать максимально благоприятные условия не только для местных, но также и для наших любимых туристов. Мы создали условия, которые позволили бы нашим туристам производить заказы не только по телефону, но и через мобильное приложение. Сервис наш, о котором говорят, что в Абхазии нет сервиса, позволяет реализовать свои новые законы и требования, в которых запрещено производить переводы между покупателями и членами бизнеса по продаже разных услуг. Они угрожают блокировкой карт клиентов, продавцов. У нас есть готовый сервис по оплате карт. То есть вы можете спокойно оплатить картой любой. Заведение не способно обеспечить всех местных, и, соответственно, огромное количество заведений и ресторанов рассчитаны на обеспечение сервисом, качеством услуг в сфере питания наших отдыхающих. Но при этом, если некие туроператоры решили, что они могут демпинговать ценами сферу туристических услуг, привозить сюда туристов с путевками, все включено, стоимостью за 5000 рублей, мы получаем результат следующий. Туристы, которые приехали за 5000 рублей, все включено, безусловно, им очень сильно повезло. Эти туристы живут в своих пансионатах, живут в своих отелях, у них трехразовое питание, у них включены экскурсии, у них включено питание, и, безусловно, у них включен трансфер, привезти, увезти. Что теряет Абхазия и малый и средний бизнес? Во-первых, малый и средний бизнес теряет на логистике. Фирмы трансферов, фирмы такси начинают банкротиться. Кафе, рестораны, фастфуды банкротятся. Все бизнесы, связанные с обслуживанием отдыха и развлечения наших любимых гостей из Российской Федерации, таких как экскурсионные фирмы, дегустационные поездки, они все банкротятся. То есть к их услугам никто не обращается. И здесь мы получаем следующее. Первое. Такси, трансфер, банкротится. Экскурсионные фирмы банкротятся. Рестораны и кафе банкротятся. Столовые банкротятся. Сувенирные банкротятся. Когда все эти фирмы обанкротятся, большому крупному туроператору, олигарху, очень легко будет их купить по остаточной стоимости. Очень легко. Таким образом, Абхазия в лице всех предпринимателей нашей страны, которые очень многие годы терпела голод, холод, разруху, мечтали дожить до хороших времен, чтобы мы могли развиваться, чтобы мы могли зарабатывать, чтобы мы могли как-то поднять наши семьи, с надеждой, что 2025 сезон принесет нам при руководстве новом, при новом президенте, при новом правительстве, при российской поддержке, при открытии российского аэропорта достаточно серьезный дивиденд, и мы наконец-то сможем сказать: слава Богу, мы дожили до этих времен. Однако, сегодня мы столкнулись с тем, что у нас начался дикий демпинг цен. Демпинг цен
это чума, это беда. Мы сегодня не имеем абсолютно гарантии в развитии нашего гостиничного бизнеса, экскурсионно-туроператорского бизнеса, трансферно-логистического бизнеса. Такси, трансферы, все будут в минус. Это чума. Честно говоря, в этой чуме я лично, человек, который 20 лет отдал туроператорской деятельности, меня зовут Александр Басарин, в моей стране знаю прекрасно все входы-выходы, я лично обвиняю во всей этой проблеме наших директоров гостиниц, пансионатов. Ребята, вы все миллионеры, вы все достаточно богатые и обеспеченные люди. Прекратите просто-напросто отдавать ваши номера, ваш номерной фонд под жесткую квоту тем, которые у вас на это претендуют. Не хочу произносить название этих фирм, не хочу делать им рекламу. Но хочу заметить следующее. Вы, директора туроператоров абхазских, директора гостиниц, директора пансионатов, вы прекрасно помните, когда с 95-го года нас развивали турфирмы, наши абхазские турфирмы, такие как Аквабазар, Гагратур, Севентур, Дельфин, Рисатур, Русалочка. Это наши абхазские фирмы. Они старались развивать наш туризм, привозили сюда к нам туристов в те времена, когда особо опасно было к нам ездить из-за соседа за рубежом. Они это делали. Они их привозили. Тогда сфера туризма была очень слабой, но они находили в себе сил, рисковали и привозили к нам туристов. Мы им благодарны во многом. И когда в одночасье пришли огромные туроператорские компании, олигархические, почему-то все директора отелей побежали за ними с желанием отдать побольше номерного фонда в жесткую квоту. Возможно, для вас это сиюминутно выгодно. Но что мы это получили в 2005 году? Национальная угроза, безопасность, национальная угроза экономическая мы видим по факту. Малый бизнес, средний бизнес начинает страдать. Туристы, которые приезжают сегодня отдыхать в Абхазию, даже если у них очень дешевые путевки, они должны понимать, что они сэкономили на проживании, но они имеют возможность отдыхать. Клубы, дискотеки, рестораны, пляжи, вечеринки, экскурсии, все что угодно. Но и этого нету. Они почему-то живут в своих маленьких территориях, в своих маленьких анклавах. Это большая проблема, это большая беда. Туроператоры устроили очень серьезный демпинг в сфере гостиниц, в сфере экскурсий, в сфере транспортной логистики. От этого страдают все. Вот реально. Я лично сказал бы так, как бывший директор очень серьезной туроператорской компании, который продавал 89 отелей. Я обратился бы ко всем директорам, ко всем ательерам и сказал бы: ребята, прекращайте сотрудничать с этим туроператором. Найдите себе сил, отправьте этому туроператору письмо, что вы прекращаете договор с ними за месяц до окончания срока и прекращайте этот договор. Нам такие туроператоры не нужны. Мы все с вами прошли времена голода и холода. Мы все с вами мечтали о развитии нашей любимой страны. Когда сегодня есть у нас возможность развиваться,
нас кто-то хочет демпинговать, купить, поработить, довести до банкротства и захватить наш бизнес, чтобы завтра сделать в 3 раза дороже цен. Сейчас я вам покажу самое элементарное, это наше заведение Аквафуд. Оно находится в городе Сухум на улице Дзаря. Мы с удовольствием вам покажем нашу кухню, чтобы никто из наших туристов не говорил, что у нас плохой сервис. Что мы подготовили для наших отдыхающих в этом сезоне? Во-первых, это великолепно чистая многофункциональная кухня для приготовления фастфуда. То есть здесь у нас готовятся бургеры, картошка фри и тому подобное. Как видите, даже мангальный отдел у нас сегодня, который должен гриль жарить, он у нас без мяса. Хотя здесь должно быть куча мяса, жариться, нарезаться и продаваться. Здесь у нас второй отдел, который для японской кухни. Вот эти столы должны готовить японскую кухню. Повара у нас очень хорошие. Здесь мы готовим суши, роллы, удо. Что еще готовим? Пасты, том-ям суп. Короче, повар наш шикарный, великолепный, очень вкусно готовит. Но, к сожалению, после волны наших туристов, которые стали снимать все больше и больше роликов о том, что они едут в Абхазию на отдых с дошираками, все наши склады Абхазии почему-то сказали, бизнес мы решили переориентировать, больше не будет угря, не будет у нас возможности продавать рыбы вам. Какая рыба у нас идет на японскую кухню? Лосось и угор. Нету лосося и угора. Все склады переформатировались под доширак. Ребята, 2025 год, к сожалению, может быть для туристов обойтись очень тяжело. Не будет японской кухни, не будет роллов, дошираков, суши, роллов, бургеров. Здесь у нас дальше очень интересная большая кухня, это пиццерия. Посмотрите, какая у нас замечательные итальянские пиццы. Для чего мы их готовим? Для наших туристов. Красивую кухню мы можем подать. Бургерную, европейскую, японскую, итальянскую. А вон там мангальный отдел. И представьте себе, что самое удивительное. Здесь у нас мангальная. Вот это наш мангал. Он не растопленный. Это у нас холодильник под мангал, где должны лежать холодные шашлыки всех видов мяса. Это у нас грильница, где должны быть куры-гриль. Это у нас холодильные мощности, где должна храниться холодильная продукция заморозки и в охлаждении. Мы потратили 12 миллионов на этот бизнес. Мы постарались создать максимум удобства, максимум условий. Помимо всего того, что я вам перечисляю, мы создали следующее. Мы создали мобильное приложение. Вот оно. Маркета доставка. В нем очень удобно найти заведение вашего города. Вот оно, Аквафуд, наше заведение. Если вы не можете сказать маркета доставка, есть А-такси. Это как Яша такси и Яша доставка. Нечто общее с такой кнопочкой. Здесь, что самое интересное, мы добавили возможность заказывать все блюда. При всем при том, что у нас еще в этом году подключилась возможность оплаты картой. Что такое оплата картой? То есть, когда у нас сегодня Российская Федерация сообщила, что переводы между родственниками запрещены, между покупателями и продавцами запрещены, будет блокировка карт. Мы создали возможность привязать банковскую карту, сделать покупку любого товара из нашего маркета
и у вас будет списание с банковской карты, и эти деньги получит заведение. Но это сервис, к которому мы подготовились в 2025 году. Когда наши туристы из Российской Федерации говорят, что в Абхазии нету сервиса, в Абхазии нету того, нету этого, вы сильно ошибаетесь. Мы развиваемся, мы создаем сервис. У нас очень чистая кухня, у нас очень шикарные свежие продукты, у нас хороший сервис, хорошее мобильное приложение, которое тоже является сервисом с оплатой онлайн. Это ноу-хау, которое в Абхазии никогда не было. Но мы настолько любим всех наших туристов, неважно, богатые они, бедные они, но мы создали специально для наших любимых туристов возможность приобретения с доставкой доширак Ролтон и, безусловно, доширак макароны. Если вы находитесь в отеле, и вам голодно, но нету денег на пиццу, нету денег на шашлыки, на ребрышки, нету денег на бургеры, тем более японскую кухню, роллы и суши, заказывайте, пожалуйста, доширак. Мы вам привезем этот доширак. Хотите с кипятком, хотите без кипятка, но обязательно все наши отдыхающие и все наши туристы будут накормлены. Мы никого голодными не оставим. А всем директорам отеля особая просьба. Пересмотрите договора с сотрудничеством с тем самым туроператором, который так сильно вредит экономике Абхазии.